Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии. Это Лия Хафизова, заведующая по идеологической работе Башкирского республиканского отделения партии КПРФ, а также председатель Башкирского отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». Лия Афхатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня вы у нас представляете в студию партию КПРФ, Башкирское региональное отделение. И первый вопрос, наверное, больше хотелось бы узнать, потому что давно у нас не было представителей этой партии. Расскажите, чем сейчас живет Башкирское региональное отделение? Да, конечно, я как новый сотрудник Башкирского регионального отделения КПРФ могу сейчас как-то поделиться с вами эмоциями, да, когда я вижу работу, которая делается изнутри. На самом деле для многих может показаться, что эта партия непонятно чем занимается, для чего она, да, а на самом деле это такой вот огромный механизм, который работает каждодневно, и каждый сотрудник, каждый член партии – это болтик какой-то, да, который помогает двигаться этому механизму. Это и организационная работа, и юридическая, и финансовая работа, и контрольно-ревизионная комиссия работает. Поэтому и мы работаем со всей Башкирией, со всеми партийными отделениями. Конечно, очень много зависит в партийной работе от первых секретарей, как они ведут свою работу. Кроме партийных отделений есть еще первички, с ними тоже нужно работать. Поэтому вот это огромный механизм, который работает каждый день. И, конечно, бывают моменты, когда какой-то болтик там откручивается, его, конечно же, мы подправляем и идем дальше работать. Приведу, наверное, такие вот примеры из последних мероприятий, которые мы провели. Это субботники ленинские, да, у нас все партийные отделения перед днем рождения Владимира Ильича Ленина провели субботники, привели памятник в порядок, почистили, где-то побелили, покрасили. Здесь в Уфе мы в доме музея Ленина тоже провели субботник, и в этом году мы там организовали аллею дружбы. Нам привезли саженцы из Запорожской области, наш боец, у него позывной «Учитель». Мы посадили туи, дубы, березы. И надеемся, мы будем за этим, конечно же, ухаживать, и надеемся, что эти заморские деревья у нас приживутся. Мы со своей стороны передали атрибутику нашу партийную, пионерские галстуки, пионерские значки, чтобы они приняли ребят там в Запорожской области 19 мая на День пионерии. Вот так мы налаживаем партийные отношения с новыми нашими регионами. Лия Афхатовна, вот вы только что сказали в таком полном распространенном ответе на мой первый вопрос, что вы не так давно именно на должности заведующего именно по идеологической работе. В чем заключаются ваши обязанности? Что это значит? Я работаю по идеологии. Вот, например, мероприятия мы какие-то проводим, да, например, вот опять-таки вернусь к 22 апреля, так как это свежая дата, которую мы провели. Мы в Доме музея приняли в пионеры ребят. И знаете, было очень интересно, я спрашиваю, когда мы завязываем галстуки, спрашиваю ребят, а вы вообще вот знаете, кто такие пионеры? И один мальчик мне говорит, да, я почитал, говорит, в интернете, кто такой пионер, и я иду осознанно на этот шаг. У девочки другой спрашиваю, я говорю, а как вот, почему ты решила вступить в пионеры? Она говорит, у меня бабушка, родители были пионерами, комсомольцами, они, говорит, так вспоминают эти времена, и мне, говорит, захотелось окунуться вот в эту атмосферу, прочувствовать эти их эмоции и быть гордостью своих родителей. И вот эта вот идеология, да, что мы ведем эту нашу идеологию, пионеры, комсомольцы, вот такая вот работа. Лия Афхатовна, не знала я о том, что принимают в пионеры, что еще есть это движение. Как выбираете желающих? Мы разговариваем со школами, да, у нас эта традиция, она идет, мы каждый год принимаем в пионеры. В прошлом году вообще было у нас более 120 детей, мы принимали в пионеры. В этом году мы тоже планируем принять, но это, наверное, такой небольшой такой, скажем, секрет, но мы хотели бы в этом году принять в пионеры детей на горсовете, если у нас получится организовать такое грандиозное, масштабное мероприятие, прием детей в пионеры.
Знаете, в свое время, когда принимали в пионеры, в комсомольцы, то принимали не всех подряд. И там выбирали именно для того, чтобы достоин ли человек носить пионерский галстук или значок комсомольца. Вот сейчас те же принципы отбора? Да, вот я тоже помню, да, с нашего детства. И для нас это была честь, да, попасть в первый этап такой, когда нас принимали в пионеры. Сейчас, наверное, конечно, не совсем так, как было раньше. Сейчас классные руководители разговаривают с ребятами, объясняют, кто такие пионеры, и на самом деле спрашивают желание детей, хотят ли они вступить в пионеры, и, конечно же, только по согласию детей, так скажем, родителей, наверное, они обсуждают это с родителями, только после этого мы принимаем детей в пионеры. Но принципы, по которым живут пионеры, по крайней мере, должны жить, учиться, помогать старшим, эти принципы соблюдаются? Да, конечно, конечно. Мы, когда принимаем в пионеры, обязательно читаем клятву. Пионеры готовятся, конечно, они эту клятву тоже учат, как мы раньше учили, но, тем не менее, мы говорим, они за нами повторяем, и все, что пионер, будь готов, всегда готов, это, конечно же, все процедуру, мы вот это все выполняем от и до. Лилия Афхатовна, расскажите, вот вы, как заведующая по идеологической работе, почему, вроде бы это такая процедура из прошлого, да, не у всех она, может быть, ассоциируется с позитивом, но почему вы считаете, что именно молодежь нужно вот так вот привлекать, объяснять какие-то вот истины, которые, наверное, прописные истины, скажем так, почему нужно работать именно с молодежью? Вот, наверное, это идет из нашего детства, когда нас учили этому, что ведь партия КПРФ – это партия, которая борется за социальное равенство, чтобы людям было все, жили, чтобы хорошо, да, чтобы было там бесплатное питание, бесплатное образование, бесплатная медицина, как это было в советское время. Ведь это создал даже, да, Владимир Ильич Ленин, первый человек, который вообще создал социалистическое государство. Это человек, который изменил ход истории. И сейчас вот, наверное, когда даже наш президент говорит, что капитализм зашел в тупик, и вот идеи социализма, они все-таки зарождаются, и имя Владимира Ильича Ленина все ярче и ярче загорается, поэтому молодежь сейчас тоже стремится идти к этому, да, они приходят в наши ряды, у нас есть комсомольцы тоже, которые с нами идут, поэтому, наверное, вот все-таки это социальное равенство все-таки влечет людей в нашу партию. Давайте поговорим о тех инициативах, законопроектах, которые разрабатываются, может быть, не только в региональном отделении, но и в федеральном. Наверняка вы в курсе, как идет работа партии. Расскажите, над чем сейчас работают? На самом деле, да, работа депутатов над законодательными документами она идет каждодневно. Приведу пример, конечно же, я, так как являюсь еще председателем Всероссийского женского союза «Надежда России», наш председатель – это депутат Государственной Думы Останина Нина Александровна. Она вот председатель комитета по защите семьи, отцовства, вопросам материнства и детства. И, конечно же, она у нас, так скажем, такое слово топит, да, за социальные права наших многодетных семей. Да. Вот у нас на протяжении нескольких лет мы добивались того, чтобы приняли закон о многодетных семьях. И в этом году президент подписал этот указ. Нина Александровна также вот добилась того, чтобы, например, когда начали забирать в зону специальной военной операции многодетных отцов, добилась того, чтобы вернули многодетных отцов, где в семье было 3 и более детей. Также, например, наш парламент, да, мы разработали и закон о том, чтобы о детях войны этот закон приняли, и сейчас нашим детям войны, так скажем, да, выплачиваются небольшие, но какие-то, такая сумма. Вот вы уже сказали о том, что вы являетесь председателем регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». Какие есть постулаты, может быть, какие мероприятия планируются, какие задачи ставит региональное отделение перед собой?
Всероссийский женский союз «Надежда России» – это женский на самом деле союз, да, мы собрали женщин, ведь не все женщины хотят быть в партии, и для того, чтобы быть членами нашего Всероссийского женского союза, не обязательно состоять в партии КПРФ, но мы припартийная, так скажем, организация, и женщины, они более социализированные, да, и наша же задача, конечно же, работать с многодетными, с малоимущими семьями. Также наши женщины, например, мы проводим акцию «Домашняя лапша солдату». Мы собираемся все вместе, режем лапшу, вяжем носки, кто-то плетет сети. Ну и, конечно же, и деньгами тоже помогаем. Вот такая наша работа. Также у нас вот вообще региональная такая есть акция «Помоги ребенку». Мы выбираем одного ребенка с какого-то определенного региона. Все региональные отделения скидываются финансовыми, кто сколько может, и мы эту помощь отправляем. Вот на май месяц мы планируем такую акцию сделать в нашей республике. Сейчас мы собираем документы для этого ребенка. Если у нас все подтвердится, также все региональные отделения будут переводить, ну, небольшую, может быть, конечно, сумму, но вот такую помощь мы оказываем нашим Всероссийским женским союзом «Надежда России». Какие планы и перспективы у регионального отделения партии КПРФ на ближайшее время? На данный момент сейчас мы готовимся, конечно, к праздникам. Это 1 мая и 9 мая. Иногда мы слышим, что вот нам говорят, вот вы занимаетесь только возложением цветов. Но понимаете, надо к этому относиться чуть-чуть по-другому. Это ведь не просто возложение цветов, да, а это мероприятие. Этим мероприятием мы хотим привлечь внимание наших детей, наших родителей, о том, что были такие даты, о том, что это наша история, ведь об этом нельзя забывать. Она, история, как бы она связана, да, с будущим, и у истории нету срока давности, поэтому, возможно, кажется, что это возложение цветов, но на самом деле у этого мероприятия такой глубокий, так скажем, анализ, да, который мы хотим донести до наших людей. И 1 мая, это маевки, да, это, наверное, были одни из самых ярких таких мероприятий нашего детства, да, когда мы шли с родителями, с шариками, с цветочками. И, конечно, 9 мая, День Победы, это великий праздник, и мы тоже хотим, чтобы мы не забывали нашу историю. На самом деле, человек, который забывает историю, он становится злым, алчным каким-то, да, и у него нету ничего святого, он готов на все ради наживы, вот оскверняют там захоронения, памятники, но вот это, конечно, недопустимо. Поэтому вот работа партии, и она тоже, знаете, вот связана, вот все вместе у нас как бы вот такой получается механизм, да, который он ведет и вот эту работу проводит. Это ведь тоже, чтобы не забывали нашу историю, чтобы мы помнили нашу историю. И вот к 9 мая Геннадий Андреевич Зюганов обратился к президенту с просьбой не драпировать мавзолей Ленина. Республиканское отделение партии КПРФ наше, мы тоже направили это обращение, чтобы все-таки мавзолей Владимира Ильича Ленина на 9 мая не драпировали. Вот такая вот у нас работа. Спасибо огромное, Лилия Афхатовна, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, чем живет сейчас региональное отделение партии КПРФ, еще и региональное отделение Всероссийского женского союза «Надежда России». Мы желаем вам успехов. Спасибо. Это была программа «Интервью». Напомню, в гостях у нас была Лия Хафизова, это заведующая по идеологической работе Башкирского регионального отделения КПРФ. Спасибо, что были с нами.